Вітаю в етері Суспільного, програма «Тема Дня Крим». В студії з вами я, ведуча Лариса Волошина. Росія вимагає від України скасувати ухвалений закон про корінні народи. Таку вимогу Москва висунула для припинення військових дій на сході України. Так вчора Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило дипломатичне листування російського міністра Сергія Лаврова з головами МЗС Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном та Хайко Маасом. Листи Лаврова, а також німецького та французьких міністрів розміщені відкрито на сайті МЗС Російської Федерації. У російському дипломатичному відомстві пояснили такий крок тим, що підхід Росії для проведення зустрічі у нормандському форматі нібито регулярно спотворюється. У проєкті спільної заяви, направленої МЗС Росії главам МЗС Франції та Німеччини, російська сторона вимагає відкликати законопроект про основи державної політики перехідного періоду, а також скасувати низку чинних українських законів, зокрема Закон про корінні народи, а також кілька інших. Більш докладно про це ми поговоримо сьогодні, але давайте на початку послухаємо пряму мову МЗС Російської Федерації. Ми вважаємо, що в інтересах врегулювання необхідно припинити законотворчу діяльність, що здійснюється в рамках Мінського комплексу заходів, включаючи ухвалені закони України про державну мову, освіту та корінні народи, а також внесений 9 серпня 2021 року до Верховної Ради України законопроект про основи державної політики перехідного періоду, ухвалення якого унеможливить виконання Україною Мінських угод і буде рівносильним виходу з них. З нами на зв'язку Іскандер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру. І з ним ми поговоримо більш предметно про ці російські забаганки. Вітаю вас, пане Іскандере. Добрий вечір. Ну, ми почули те, про що говорилося і попереджалося багато років, що Росія буде використовувати Крим як розмінну монету, як спосіб шантажа поміняти Крим на Донбас. Ви теж так сприймаете цю російську заяву? Но я бы даже сказал бы больше. Это определенные посылы о том, чтобы возобновить, скажем, нормандский формат и работать в рамках нормандского формата и, соответственно, реализовывать дальше или урегулировать вопрос, как сказано в данной переписке, то, конечно же, они перечисляют в первую очередь ряд законопроектов, которые вы назвали. Но обратите внимание, что все не законопроектов, а законов и законопроект. Обратите внимание, что те законы, которые сегодня приняты, они в первую очередь связаны с сохранением или развитием идентичности. Идентичности украинской — это раз, и идентичности коренных народов — это два. И поэтому, конечно же, их очень сильно беспокоит закон о языке, закон об образовании и закон о правах коренных народов. Вот здесь это о чем говорит? Это говорит о том, что мы в свое время говорили, в частности, о законе о коренных народов, что необходимо как можно быстрее нужно принять подобный закон, и мы активно работали в этом направлении еще перед проведением даже того незаконного референдума, потому что это связано, опять же, с легитимизацией их действий, или с легитимностью, вернее, их действий. Это связано с тем, что вот эти законы, они на самом деле полностью разрушают идеологию русского мира. И я бы сказал, что эти законы... Щось у нас зі зв'язком. Я попрошу наших редакторів. Пане Іскандере, ми не почули. Тут перервався зв'язок. Ви говорили про те, що ці закони, вони повністю руйнують ідею руського миру. Так, они полностью разрушают идею русского мира, и я объясню почему. Ну, во-первых, мы сразу же говорили еще в 2014 году, что очень важно принять, и, соответственно, таким образом мы даем определенный серьезный посыл. Во-вторых, почему ломают идею русского мира? Потому что, во-первых, когда мы говорим о законе коренных народов, то в Украине четко обозначены, кто является коренным народом. Это кто является коренными народами. То есть в данном случае русские являются национальным меньшинством. Соответственно, русские не имеют никакого прямого отношения к оккупированному Крыму. Это раз.
Во-вторых, также русские не имеют никакого отношения к Киеву и к Украине в целом. Поэтому я бы сказал, что это не просто тема, связанная с обменом на Восток, но это тема, связанная с обменом на всю Украину. И мы как раз-таки, эти законы, они разрушают эти процессы. Потому что если мы возьмем историю России, то, что изучают наши дети на территории оккупированного Крыма, то и их история, по их историографии начинается именно с Киевской Руси. И, соответственно, таким образом они максимально пытаются претендовать не только на Крым или претендовать на восток Украины, на Донбасс, но они пытаются претендовать, по сути дела, на всю территорию, связанную с Киевом и ближайших всех территорий, то есть практически на всю Украину. Поэтому же, конечно же, их это очень сильно раздражает. И если помните, еще когда был зарегистрирован законопроект, то была реакция, во-первых, Государственной Думы Российской Федерации, официальная реакция. Были 3 реакции Путина, президента Российской Федерации. То есть мы видим реакцию на самом высоком уровне, когда Путин давал интервью в рамках пресс-конференции, когда Путин обращался к Меркель и жаловался, что в Украине принимается подобный закон. И, кроме того, Путин заявил о том, что закон о коренных народах является оружием массового поражения. И вот в подтверждение, опять же, всех этих процессов они не успокаиваются. Они сегодня же продолжают в рамках переписки и в рамках той ситуации, которая сложилась в рамках нормандского формата, они опять же одно из условий ставят как раз-таки, скажем, чтобы повлияли субъекты нормандского формата на Украину, о том, чтобы как раз-таки отменить законы, связанные с сохранением идентичности украинской. Это, опять же, закон о языке государственном и об образовании, и, конечно же, закон о коренных народах. Поэтому здесь мы, я считаю, находимся на правильном пути. Другой вопрос, что закон принят, и сейчас идет процесс имплементации, над которым мы активно работаем. И для нас важно, чтобы этот закон был не просто на бумаге, а чтобы этот закон был рабочим. И поэтому сейчас как можно быстрее нам нужно сделать все, и мы сейчас работаем активно с Державной службой национальной политики и свободы совести над тем, чтобы были подготовлены ряд подзаконных актов, которые будут способствовать практической реалізації закону о корінних народах. Про які підзаконні акти ви зараз говорите? Ви можете вже пояснити, принаймні, в таких загальних рисах? Да, ну вот смотрите, дело в том, что закон о коренных народах, который был принят, он, конечно, в большей степени такой вот больше рамочный, но при всем том он определяет основные направления, которые предусмотрены Декларацией ООН о правах коренных народов. И, соответственно, конечно же, для того, чтобы все эти статьи работали, необходимо, чтобы были нормативные акты, подзаконные акты. И в данном случае мы работаем, к примеру, над порядком надання правового статусу представительским органам коренных народов. Потому что сам процесс придания юридического статуса или юридического лица, он как раз-таки он должен быть уже урегулирован. И несмотря на то, что, к примеру, если мы говорим о представительном органе коренного крымско-татарского народа, Меджлисе и Курултае, то да, есть постанова Верховной Рады Украины, и Меджлис и Курултай являются официальными органами. Да, часто используются во многих там и государственных документах, и международных документах Меджлис и Курултай, но Меджлис до сих пор не имеет именно статуса юридического лица. И это очень важно для того, чтобы были другие взаимоотношения между Меджлисом крымско-татарского народа и органами государственной власти, как и органами местного самоуправления. Далее, конечно же, очень важный процесс, над которым мы работаем, это порядок проведения консультаций с представительными органами коренных народов. И, соответственно, конечно же, очень важно, чтобы скажем, эти вопросы были урегулированы. Далее, конечно же, еще там ряд порядков, которые необходимо разработать, и, соответственно, чтобы Кабинет министров принял данные постановлением, принял данные порядки.
Это связано и с бюджетом, и с рядом других направлений. А, конечно же, далее очень важно работать над тем, чтобы вносить дополнения и изменения в законы действующие. Это уже более сложный процесс. Но для того, чтобы, скажем, сам процесс и нормальные коммуникации происходили между представительным органом и органами государственной власти, которые в том числе, в компетенции которых в том числе находится данный вопрос, то, соответственно, должны быть урегулированы эти вопросы. И я думаю, что и в соответствии с регламентом Кабинета министров Украины наша задача до января месяца или до конца декабря сего года уже все-таки, скажем, провести определенную работу, чтобы уже процессы не легализации, а надания правового статуса, потому что здесь опять же сам закон говорит, что государство не может вмешиваться во внутренние дела коренных народов, но с другой стороны коренные народы должны, конечно же, действовать в рамках Конституции Украины и законодательства Украины. Поэтому вот здесь вот эти все процессы, они проводятся, мы работаем над этим, и я думаю, что мы уже дадим первые результати в кінці декабря. Пане Ескандер, ну ми бачили, наприклад, стратегія деокупації Криму, де в ній сказано про те, що статус Криму як кримсько-татарської автономії, що це питання буде обговорюватися після деокупації. От тут в даному випадку, з одного боку, дійсно ми бачимо, що держава, чиновники, політики розуміють необхідність надання статусу народу, необхідності врегулювання відносин між центрами, представницькими органами корінних народів, але ми бачимо, що щодо Криму розуміння нема. І отут виникає питання, чому так? Це побоювання роздратувати Путіна, чи це просто нерозуміння? Вот это хороший вопрос, и я отвечу на него таким образом. Во-первых, мы должны понимать, что стратегические документы, а это основные направления. И никто же не запрещает вносить изменения и дополнения в данные стратегические документы с учетом той или иной ситуации. Это первое. Второе, вы правильно подчеркнули, что постоянно присутствует внешний фактор. Внешний фактор со стороны Российской Федерации. И мы видим, как они не скрывают свою неприязнь к этому процессу. Поэтому они, конечно же, могут использовать разные методы, разные формы для того, чтобы препятствовать этому процессу. И мы в том числе допускали тот вариант, что они могут ввести в определенные судебные процессы и так далее. Поэтому на данный момент я думаю, что мы целенаправленно и четко должны сосредоточиться на том, чтобы закон о коренных народах, который был принят в этом году, чтобы он заработал. Далее. И вопросы уже, какой будет, скажем, форма самоопределения крымско-татарского народа, караимов и крымчаков, и как она будет, в какой форме будет она выглядеть, то есть какой будет автономная республика Крым. Вы назвали там крымско-татарская автономия и так далее. Это уже вопросы, связанные с конституционными изменениями, с изменением в Конституции. И как раз-таки мы же понимаем, чем сложнее вопрос, тем больше возможностей в определенных манипуляциях, как юридических, так и политических и различных фейковых каких-либо воздействий. Поэтому информационных я имею в виду. Поэтому наша задача сделать что? Ведь само украинское общество же тоже постепенно готовится к тем или иным процессам. Ведь украинское общество тоже, по сегодняшний день, я бы сказал еще достаточно большое количество украинских граждан, которые до сих пор не понимают разницу между коренными народами, скажем, национальными меньшинствами и титульной нацией. И вот здесь как раз-таки сейчас с помощью данного закона и с помощью реальной работы данного закона, с помощью подзаконных актов, это как раз будет понятно, потому что, в первую очередь, хотя бы должны в этом четко разбираться представители центральной исполнительной власти Украины, а также центральных исполнительных органов Украины, а также местного самоуправления, потому что мы в том числе и говорим, как будет проводиться все на местном уровне. Поэтому я думаю, что нельзя распыляться, нельзя давать повод для
различных манипуляций нашего внешнего врага. И, соответственно, поэтому мы должны просто четко знать, как пошагово действовать. А что касается стратегии, ну, я думаю, мы к стратегии можем вернуться через год, через два, через три. И, соответственно, мы будем видеть или обосновывать, что назрела актуальность в том, чтобы уже, скажем, сейчас нужно говорить, какой же будет статус автономной республики Крым. И меня в большей степени даже волнует, я думаю, как и должно волновать обычного украинского гражданина или гражданина Украины, неважно какой национальности, то, что сегодня статус автономной республики Крым, это автономия по административному принципу, что противоречит самой же Конституции, потому что не может быть в унитарном государстве автономия по административному признаку, по территориально-административному признаку. И она может быть только лишь по национальному, в связи со спецификой, то, что на этой территории проживают, допустим, коренные народы, которые для обеспечения защиты их прав необходима платформа самоопределения. Ще одна з таких новинок. Ізет Гданов, колишній перший заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, повідомив, що в 6 ранку до його батьків, до батьківського будинку в Криму прийшов взвод ОМОНу. Приїхали на вантажівках, стрибали через паркан. І він пише про те, що слідчий задавав питання його родичам про те, як пан Ізет планує звільняти Крим. От що це таке? Це, на ваш погляд, що відбувається? Їх ФСБ дійсно цікавить якісь свідчення, які можуть дати родичі? Чи це елемент тиску? Це елемент залякування. Що, на ваш погляд, відбувається? Чому їх раптом зацікавило, як пан Ізет буде звільняти Крим, якщо вони говорять самі про те, що питання Крима закрите? І одночасно виставляють якісь закони, які стосуються Криму, як предмет торгу. От, на ваш погляд, Росія змінює тактику? Но в первую очередь моя первая реакция была, когда я узнал об этом случае, конечно же, что это говорит о том, что действия российских оккупантов связано в первую очередь с деятельностью Изета Гданова. И значит, он, соответственно, правильно или эффективно работал. И, конечно же, мы сейчас понимаем, что Изет Гданов в свое время был первым заместителем представителя президента Автономной Республики Крым. И, соответственно, конечно же, его действия не будут или не могли устраивать оккупантов. И мы видим, что другой вопрос, что почему тогда они такие шаги не предпринимали, а начали предпринимать сейчас. Я думаю, что, наверное, они начинают осознавать или понимать результаты той деятельности, которая проводилась тем составом представительства президента. А во-вторых, конечно же, это один из способов запугивания жителей Крыма, запугивания крымских татар. И, соответственно, конечно же, посыл, наверное, для всех тех, кто готов работать, скажем, в интересах Украины и в направлении освобождения Крыма. Ще одне питання, вже повертаючись до теми з російськими вимогами, є реакція Франції. Міністерство закордонних справ Франції відреагувало на оприлюднену МЗС Російської Федерації заяву, переписку це дипломатичне листування. Вони говорять, Франція розглядає цю публікацію Росією конфіденційних нот як демарш, що суперечить дипломатичним правилам та звичаям. Так зазначається в повідомленні. І отут, пане Іскандере, в мене є питання. Я розумію, що подібні речі, отакі хотєлки
про те, що не чіпайте закон про мову, не треба про освіту, або, наприклад, прийміть особливий статус Донбасу, дайте йому автономію. Я розумію, що все це висловлювалося кулуарно на перемовинах західним партнерам, українським перемовникам. Ну, це навіть не питання. Але зараз от ми бачимо, що російське МЗС впряму пішло на такий демарш. Причому втягнула в цей демарш саме представників Німеччини і Франції. З чим, на ваш погляд, це пов'язано? Тому що, ну, це скандал. Здесь на самом деле я бы смотрел бы на многие факторы вот всего этого скандала, который произошел или происходит. Понятно, что адекватная была реакция франко-германская, да, я бы сказал бы так, или ну, франко-германская больше используют, потому что они являются субъектами этой нормандского формата. Конечно же, они брали на себя, и в первую очередь, конечно, Германия, задачу регулирования проблем на территории оккупированных частей Донбасса. Но здесь мы должны просмотреть ряд моментов, которые работают в этом случае. Но, во-первых, мы видим, что продолжается угроза со стороны Российской Федерации не только в адрес Украины, но и в адрес Европы. И та ситуация в Белоруссии, та ситуация на границах Белоруссии с Европейским Союзом, я вам скажу так в целом, когда возникает очень серьезная проблема с мигрантами, и мы видим, какие требования выставляет тот же Лукашенко, которые противоречат ценностям европейским. И, соответственно, конечно же, это чистой воды, скажем, такие вот террористические действия, когда выставляются такие условия. Понятно, что за Лукашенко стоит Путин, и Лукашенко самостоятельно не предпринимал бы подобных действий. Это первый фактор. Второй фактор, о котором важно сказать, это в том числе энергетический фактор, когда Россия начала, я бы даже выразился так, кошмарить Европу с ценовой политикой по газу, для того, чтобы вынудить Германию все-таки подписать сертификат на Северный поток и, соответственно, таким образом продемонстрировать, что все-таки Россия является влиятельным игроком во всех этих процессах. Понятно, что политикум европейский, а мы знаем как раз и французы, и Германия являются все-таки локомотивом Европейского Союза. И здесь мы видим действительно внутри европейские проблемы, когда возникают проблемы между странами. Та ситуация, которая возникла там с той же Венгрией или там с другими европейскими странами, членами Европейского Союза. Конечно же, Германия и Франция заинтересованы в сохранении Европейского Союза. И поэтому вот подобные действия России, они явно несут угрозу сохранению Европейского Союза, соответственно, и каждому субъекту Европейского Союза. Третий фактор, который вынуждает и французов, и немцев уже реагировать более жестко в этом плане, потому что действительно, если прочитать и проанализировать эту переписку, то есть решение Европейского Союза, где есть Европейского парламента, вернее, где есть рекомендации как раз-таки для Украины, и в том числе и связанные с законом о коренных народах. Ну и там и статус Крыму там в том числе. Конечно, конечно. И поэтому вот здесь, понимаете, сегодня вдруг по требованию российского МИДа или российского политикума и Путина сразу же они начнут отказываться от своих принципов и ценностей, которые они пытаются распространять наоборот по всему миру. И понятно, что это уже предел. Понятно, что Российская Федерация на этом пытается дальше играть. И это чисто, на мой взгляд, уже такая вот дипломатическая война, которая все больше и больше провоцируется Россией для того, чтобы спровоцировать определенные действия со стороны, уже такие практические действия, в том числе и какое-то военное вторжение. Другой вопрос, что Россию раздражает другая ситуация. То, что Европейский Союз в лице и Германии, и Франции
четко выступили в поддержку Украины и о том, что они не позволят нарушать, ну скажем, дальнейшую какую-то агрессию в отношении Украины со стороны Российской Федерации. Ну и, конечно же, заявление Соединенных Штатов Америки о том, что Соединенные Штаты Америки не позволят проводить Тобто данную ви вважаєте, політику. що Росія втрачає рівновагу, розуміючи, що світ все ж таки на неї боці. Пане Іскандере, ми, на жаль, маємо закінчувати нашу програму, але тема дуже карколомна. І абсолютно зрозуміло, що ситуація буде розгортатися. Якщо Росія вже витягла тему Криму як козир на нормандських перемовинах, як намагання шантажувати війною на Сході, то це означає, що рано чи пізно світ змушений буде поєднати ці два питання, бо зараз вони чомусь в дипломатії є розділеними. Я дуже дякую вам за цю бесіду і за це пояснення. З нами був Ескандер Барієв, член Міжлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру. На цьому я з вами прощаюся. Я нагадую вам про те, що в світі зараз період глобальної пандемії, тому закликаю вас прийняти всі необхідні засоби для того, щоб берегти своє життя і здоров'я, вакцинуватися, дотримуватися дистанції, дотримуватися гігієнічних засобів, які рекомендує ВОЗ, і берегти себе і своїх близьких. На все добре.